Привет, друзья! Ну вот, я сейчас нашел время, хорошее настроение и хорошее место для того, чтобы рассказать немножко про свой велосипед, из чего он состоит, сколько уже ездит. Потому что много людей уже у меня спрашивают, вообще, что это такое, что за аппарат. А я как-то не рассказываю, потому что он всегда со мной как-то, ну просто не знаю. Ну что, начнем. Мой велосипед называется Chep Travel. У него нет другого названия, потому что здесь все мененное. От родного велосипеда, который я покупал в магазине, ничего не осталось. Покупал я его 3,5 года назад, в июне 2013 года, в магазине под названием Trial Sport. Ладно, пускай скажу это. Хоть я с них ничего не имею, но пусть. В Trial Sport за 17 тысяч рублей. Это со скидкой в 40% как бы. Ну, у них понятно, откуда эти скидки берутся. Вышло в 17 тысяч рублей. Рама GT Transeo. Вот. Здесь я показал. Рама GT Transeo. А от родного, в принципе, ничего не осталось. Наверное, остался только подседельный штырь и переднее колесо. Переднее колесо, обод. То есть это обод, втулка, почти все спицы. Там, может, парочку я поменял. И тормозной ротор. Ну еще тормоза. Текторовские тормоза остались родными. Остальное все новое. Резина, понятно, расходники уже по 4-5 раз были менены, потому что за вот эти 3,5 года общий накат велосипеда примерно так 22,5 в этом путешествии, плюс 12, 22, 12, 44, примерно почти 40 тысяч скоро будет, 36-37 тысяч, в общем, грубо говоря, 40 тысяч, скоро будет уже экватор. Как накат у этой рамы, у этого велосипеда. Вот, здесь багажники. Этот багажник я покупал сразу практически с велосипедом. Багажник отличный, надежный, простой, без нареканий. Вот. А переднюю вилку, насколько, как вы знаете, из серии я приобрел уже в Таиланде. Переднюю вилку с багажником. До этого я все время ездил только с задним баулом. Сейчас я все-таки решил сделать передний баул. Но по моим наблюдениям, сколько я проехал, 500 километров с новой вилкой. Вилка, конечно же, стала жесткой. Несмотря на то, что старая сантуровская практически не работала, но она все равно чуть-чуть отрабатывала такие сильные кочки. По рукам сильно так не долбила. С этим, конечно, долбит. И по асфальту, ладно, бог с ним.
Это все чувствуется на грунте, на пересеченной местности, когда едешь по маленьким сопочкам, горочкам, по неровной просто дороге. Развесовка стала иная. Вот с передними сумками я сейчас просто показываю велосипед без снаряжения. Снаряжение буду показывать потом. И вот эта развесовка очень непривычна после заднего баула. И я так скажу, что передние сумки все-таки с передними сумками уменьшается проходимость. Это чувствуется. А может, я просто пока не привык, но я всегда так думал, что передние сумки уменьшают маневренность и... Да, просто уменьшают маневренность. Мне пока еще рано что-то говорить, какие-то выводы, потому что я, скорее всего, просто еще не привык. Потому что не было еще таких плохих дорог. Ну, естественно, стал тяжелый руль с передними сумками. От этого никуда не деться. Но зато очень сильно, очень хорошая стала эргономичность. То есть все вещи лежат не только в заднем бауле, но и в переднем. Это очень удобно. Не нужно, если тебе нужна какая-то, например, вещь, тебе не нужно бомбить весь этот баул, чтобы достать вот эту вещь. Можно засунуть обычно в сумку и достать. Это вещи первой необходимости. Поэтому тут и есть и плюсы, и минусы переднего багажа. Поэтому каждый для себя сам решает, нужно это или нет. Я решил попробовать. Почему бы и нет? Раз есть тем более такая возможность, и это я нашел эту возможность только в Таиланде. Сумки, ну об этом я расскажу потом, когда я навешу сумки и расскажу про это. Сейчас только о велосипеде. Вот, переключатель диоровский, задний. Его изначально родной был Оливио. Его 8-скоростная Оливио была. А вот эта Dior, она 9-скоростная. Ее я поменял во Владивостоке. Точнее, мне практически селом поменяли. Мой друг Серега, любитель велосипедов, предложил мне поставить диоровскую. Говорит, а что ты будешь на Оливию ездить? Хотя у меня никаких нареканий к Оливию не было. То есть я почти никакой разницы не видел. И сейчас, в принципе, не вижу. Просто на название. Ну, я согласился, что давай попробуем эту. Вот, поставили. Она стала 9-скоростная. Разброс скоростей, конечно, хорош. 9 скоростей все-таки больше, чем 8 на одну. И это чувствуется, то есть больше разброс. И, соответственно, кассета может быть прожить дольше, нежели 8-скоростная. Будет меньше износ звездочек. Но это от каждого зависит, то есть от хозяина, как хозяин на чем ездит, то есть какие у него любимые передачи. Я все-таки стараюсь разбрасывать их побольше, не ездить постоянно на одной. Вот, передняя система ассеровская, ее я еще ставил в далеком Иркутске. Все пока ездит нормально, но ближайшие пару тысяч, может пару-тройку тысяч километров ходовую часть, трансмиссию надо будет менять. Это уже чувствуется. Но пока еще тянет, я смотрю, еще нормально. Хотя проехали уже так с Владивостока, с Иркутска. Ну, 7 уже тысяч километров. Для меня норма, для меня как стандарт износа трансмиссии это 10 тысяч километров. То есть 10 тысяч километров, сколько я уже трансмиссии менял, 10 тысяч они доходят нормально. Кто-то меньше, у кого-то 8, у кого-то 7. Сидушку я тоже ставил у Сереги во Владивостоке. Предложил мне, потому что Сереге не нужна, просто так лежит, он мне ее предложил. Честно я скажу, до этого у меня была стандартная GT-шная сидушка. А мне не с чем было сравнивать, и я понял, что это просто был ужас, когда я вот поставил вот эту сидушку. Она мягкая, и у меня вообще нет никакого дискомфорта с ней. То есть еду по 150, по 200 километров бывает в день, и даже не натирает. А с прошлой, жесткой, я просто мучился, честно, до крови даже натирал. Но мне просто не с чем было сравнивать, поэтому, друзья, самое главное правило для велосипедиста — это экспериментировать, не бояться.
Не читайте всяких форумов. Это только, если только поверхностную информацию. Попробуйте сами. Не надо, там одни только пугают все. Я вообще не люблю вот эти вещи. Никогда сам никаких форумов не читал, просто пробую. Я попробовал, не побоялся и понял, что нашел то, что нужно. Хотя говорят еще вот эти бруксы, там кожаные сидушки. Не знаю, мне пока вот это все идеально, вот эта сидушка идеальная. Не хочу не менять никакие бруксы, тем более они дорогие. Там курс доллара повысился. Вот. Теперь вот перейдем к рулю. Руль обычный, никакой не бабочка. Обычный практически прямой руль. С рожками алюминиевыми. Я привык, я в принципе всегда так езжу. Никаких рулей баранка, ни бабочек. Хотя я хотел бабочку как-то взять, увидел. Но что-то решил, что это... О, малыш бежит. Решил, что-то пускай будет так же. Может быть, когда-то я приобрету себе бабочку, не знаю. Пока все нормально, в принципе, устраивает. Я говорю, опять же, все познается в сравнении. Пока, может, не поездил с баранкой или с бабочкой. Мне кажется, что это фуфло какое-то. Но нет, может, дорасту, попробую. Вот, про что вам еще рассказать. Педали у меня контактные. Езжу с контактами. Еще с тех пор, как я был в Азербайджане, ребята мне подарили контактные педали с контактной обувью. Раньше я думал, что это тоже фигня. То есть неудобно, постоянно падать будешь. Но нет. Упал один раз в Баку. Потом ездил отлично. И теперь я просто не понимаю, как можно ездить без контактов. В контактах ты чувствуешь себя как единое целое, как единый организм с велосипедом. Когда я езжу без контактов, как сейчас, например, в шлепках, я себя не чувствую единым целым с велосипедом. Это как в фильме «Аватар», да, вот соединяется, как они там, через волосы, да, с этими, как летающие-то существа. Вот так же с велосипедом. Ты чувствуешь, ты соединяешься с ним духовно, не только физически, но и духовно. Поэтому контакты все-таки хорошая вещь. Вот. Сейчас у меня небольшие проблемы с задним колесом, которое было собрано в Китае. Как вы помните, кто смотрел. Колесо было собрано из спиц. Вот не для этого обода. Спиц в магазине не нашлось, и они просто разбомбили старое колесо. Вот видите, цветные спицы. Они очень мягкие, очень плохие. И сейчас я чувствую, их надо будет переспицовывать, ставить новые спицы. И мастер мне здесь местный сказал, что надо все будет это делать. То есть я до сих пор страдаю от последствий Китая. И как вы помните, у меня шлепнуло 3 покрышки в Китае. То есть Китай вот так вот у меня повезло. Я как предок хунов, гунов, а Китай всегда рамсил с кочевниками. Поэтому Китай кочевников не любит. И вот так вот меня встретил. Но это так, ментальные такие вещи, тонкие. Вот, сейчас у меня стоит Кенда вьетнамского производства. Я ее купил во Вьетнаме. Нареканий пока никаких нет, да и проехала она немного. Но из-за косого обода, из-за косых вот этих спиц, она у меня немножко криво сидит. И я пока мучаюсь, поэтому надо будет перебирать. А передняя резина стоит также Швальба, которую я оставил еще в Благовещенске. С Благовещенска еду на передней. Но у велосипеда, как вы знаете, привод задний. И изнашивается задняя покрышка. Передняя стоит, она не изнашивается. Передняя ездит. Просто есть сколы, там много сколов. Она только от этого может пострадать. Но износ ей, в принципе, впереди не грозит. И для меня норма, ресурс покрышек, это 20 тысяч километров. Первые стоковые швальбы Land Cruiser, которые у меня стояли, прошли 20 тысяч с заменой. То есть переднюю покрышку после первых 10 тысяч переднюю я поставил на заднюю, заднюю, соответственно, на переднюю.
Вот, поэтому для меня идеал для нормальных покрышек это 20 тысяч. Но, конечно, не все так пройдут много. Где-то, может, повезет, где-то не повезет, где-то какой-то брак, может, бывает. Это у всех по-разному, поэтому я не знаю, у кого какой ресурс, но для меня идеал это 20 тысяч. Стоят обычные крылья на 26 размер. Это старый, я еще покупал на мой первый велосипед, на трек 820. Ну и поставил сюда, так и стоят. Немножко маловаты для этого велосипеда, для этого диаметра, но ничего. На новые тратиться просто не хочется. И задняя вот. Здесь у меня, вот видите, покрышка запасная, шоссейная, которую я в Китае покупал. Она легкая, тонкая, можно ее засунуть вот так вот и ездить. Малыш, привет. Вот я, давай тебя заберу. Красавчик. Еще немаловажная вещь — это подножка. Ее я тоже сейчас купил в Таиланде, потому что у меня сломалась предыдущая. Некоторые говорят, что зачем подножка, типа лишний вес. А что велосипед? Мне что, класть его на землю, то есть валять эти сумки? Вот, а что рассказать, еще не знаю. Вот здесь у меня все инструменты. Но это я попозже расскажу, когда разбомблю все свои сумки. Покажу все содержимое, что я вожу. Но главное, велосипед вы увидели. Что, из чего, сколько прошло. 2 подстаканника. Подстаканники тоже менял, кстати, они страдают. Из-за частого использования, юзания железо устает и просто появляются трещины. По цене я не могу, ну как не могу, могу сказать сколько. Ну вот багажник вышел, по-моему, за 1200 бат. 1200 бат это примерно 2000 рублей, грубо говоря. 2000 рублей. Задний я тоже за 1200 рублей покупал, по-моему, у нас в Чебоксарах. Вот, но этот велосипед золотой, что я могу сказать? Он золотой. Он бесценен, я его продавать ни за какие деньги не буду, потому что он столько прошел, реально прошел через все. Через лед, огонь даже проходил. Какие-то погорельники были, я ездил, по-моему. Через лед, все было, снег, жара, дожди. Китайские дожди прошел, когда я ездил 2 недели с дождями, но, конечно, он немножко пострадал, именно крутящие моменты пострадали, втулки, задняя втулка, как вы знаете. То есть дождь все равно, благо это нежелательная вещь, но опять же это Китай. Вот так. Хочу еще один момент сказать. Вот Шредер, вот это немаловажная вещь, как ниппели. Вот видите, это Шредер, толстый автониппель, он называется Шредер. А есть еще Престо автониппели. Я предпочитаю Шредер автониппель. Он намного надежней, сосок намного надежней. Потому что я очень много выбросил камер с Престой, почти новых. Из-за того, что когда его накачиваешь, сосок очень подвижный и появляются трещины в резине. Я очень много камер так выкинул. Поэтому все-таки я советую взять именно Шредер. Он будет намного лучше. Это такой нюанс, немаловажный в дороге. Хотя вроде бы такая мелочь, фигня. Ох. Ну все, что еще рассказать? Я думаю, все. Удачи вам, друзья, к тем, кто готовится к дальним дорогам, к дальним путешествиям. И запомните, даже главное это не велосипед, главное это настрой. Какой будет настрой, такой будет и велосипед. Главное любить это дело, любить велосипед. Но, конечно, когда велосипед хромает, когда что-то неисправно, весь настрой тоже бывает теряется. То есть настроение взаимосвязано. Как велосипед себя чувствует, так же и ты. Если велосипед
катит отлично, все прекрасно работает, то у тебя хорошее настроение, есть желание куда-то ехать далеко. Вот, сейчас у меня, вот говорю, с колесом проблема, и у меня все равно, вот, как будто у меня что-то вот шило, где-то заноза какая-то у меня как будто. Вот такое чувство. Вот. Ну все, бай-бай. С наступающим вас всех, друзья. Новым годом. Здесь это не чувствуется.